Дан старт благому делу. Перед началом официальной части руководства Абхазии во главе с президентом возложили цветы к мемориалу погибшим воинам. Благотворительный марафон начался. Это поистине историческое событие с глубоким символическим смыслом. Оно соединяет в себе историю и современность. Храм будет способствовать укреплению в нашем обществе идей добра, взаимоуважения и примирения, отметил, открывая марафон, глава Ткварчальского района Аида Чачхалия. Спасибо всем, кто откликнулся на это благое дело. Спасибо всем, кто жертвует на храм, неся в душе понимание того, что он делает вклад в будущее города, в его культуру, в ту духовную почву, на которой будут воспитываться наши дети, внуки и правнуки. Строительство храмов – это великое и благое дело. И отрадно, что это осознают тысячи абхазов, независимо от их социального статуса. Возводя храм, наши предки надеялись, что местность, где воздвигается храм, будет развиваться, а численность его населения будет расти. Строительство храма в Ткварчале оживит город, сюда потянутся паломники. Само строительство даст рабочие места ткварчалцам, что способствует экономическому и социальному росту жителей города Ткварчал. Я уверена, что духовное и экономическое возрождение города-героя Ткварчал не за горами. Для всех желающих участвовать в марафоне были организованы бесплатные автобусы. Несколько сотен жителей и гостей Ткварчала собрались на площади перед Домом культуры. Настоящий праздник был организован для жителей города-героя. В концерте приняли участие известные абхазские и российские артисты, государственная капелла, мужской хор Даниловского монастыря, а для самых маленьких – детская площадка с анимационной программой. В павильоне продавалась эксклюзивная православная продукция. В рамках благотворительного марафона состоялся телемост с представителями московской абхазской диаспоры, которые всецело поддержали проекты и пожелали удачи в благом начинании. Также в поддержку благотворительного марафона состоялись спортивные мероприятия: Сухумский заплыв, велопробег и мотопробег. Там, где есть храмы, есть и чистота, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба, приветствуя участников благотворительного марафона. Уважаемые ткварчильцы, уважаемые гости, все те, кто сегодня принимает участие в этом марафоне и в первых тех шагах по строительству этого храма. Для нас важно, чтобы наше духовное имело бы продолжение. Мы народ, который своим единством доказал, что он способен жить и способен строить государство абхазское. Там, где есть храмы, там есть чистота. Дай Бог нам этой чистоты, единства, силы, духа, и чтобы мы продолжили дело наших предков, наших отцов, наших братьев, которые сложили головы за то, чтобы Абхазия состоялась. Марафон состоялся. Начало положено. Всего на строительство храма планируется собрать 70 миллионов рублей. Денежные пожертвования можно осуществить всевозможными способами. Это и СМС-перечисления, и перевод на банковские карты, даже передача строительного материала. Люди и на месте могли бросить деньги в урну. Имена всех благотворителей будут занесены в специальную книгу, которая будет храниться в храме столько, сколько он стоит, отмечали организаторы марафона. Храму быть, под таким девизом прошел наш марафон, и мы очень надеемся, что храм действительно будет стоять в городе Ткварчал. И для того, чтобы это осуществилось, мы подготовили ряд мероприятий. Одно из них – это благотворительный марафон по сбору средств. Сам марафон, как мы можем сделать первый вывод, и, в общем-то, он прошел довольно неплохо. Почему? Потому что, как мы знаем, нас и погода немного пугала, но в этот день, вы знаете, это было удивительно, когда начался именно концерт, выглянуло солнышко, и это было очень трогательно. Мы почувствовали какие-то силы природы рядом с нами, и они помогают нам. По итогам на вечер окончания марафона эта сумма где-то варьируется от 1,5 миллиона, 1 800 000, может быть. Я не могу, наверное, пока более точно сказать, только потому, что
Мы еще получаем выписки из счетов и так далее, так как было очень много организовано возможностей по сбору средств. Ни одно пожертвование не останется без внимания. Мы специально для этого подготовили книгу памяти для благотворителей, которая была специально заказана. Мы предусмотрели ряд мероприятий по сбору средств, и мы думаем, что еще люди сделают свои вложения, потому что к нам продолжают поступать такие заявки. Счет для сбора средств, открытый в Сбербанке Абхазии, постоянно пополняется. И это говорит о том, что люди готовы внести свою посильную лепту в строительство храма. Готовы помочь и строительные компании, и торговые дома нашей страны. К примеру, представители компании «Рубин» преподнесли сертификат на 10 тонн цемента. А семья Анчабадзе из Ткварчала готова оплатить стоимость колоколов для храма. Организаторы марафона лично никому не обращались за помощью и надеются на каждого из нас и на нашу многочисленную диаспору за рубежом. Это великое дело, которое объединит нас, говорят они. Небо радуется, а как мы можем не радоваться? Любое начинание общее, для того, чтобы что-то было для нашего народа, это великая радость. И дай Бог, чтобы вот так вот мы научились радовать друг друга, вот именно объединившись. Быть вместе, не разделиться, а объединиться. Вот это вот строительство храма Ткварчал, я надеюсь, я уверен в этом, что народ объединится и будет думать о том, как нам быть вместе. Марафон это дает возможность нам всем как бы призадуматься над тем, чтобы мы должны быть вместе. Вместе строить, вместе, значит, защищать Родину, вместе защищать друг друга, защищать тех, кто приезжает там в гости. Первый шаг сделан. И трудно сказать, сколько потребуется времени, чтобы довести начатое дело до конца. Одно ясно уже сегодня. Чем больше людей поддержит этот проект, тем быстрее мы воплотим его в жизнь.